Начинаем наше путешествие. Короче, пошел по островам. В Хатыстах планируется исследовать малый Хатыстах, который за 202 километров. Наличие следов лис есть для всех. Никто нельзя. На лесу или колонку таких. А, это немножко грязь. Идем по дороге. Вот наша дорога хорошая. Кто-то заметил. Кто там такой? Собаки, что ли? А, я думал, рыбаки. Собаки сидят. Бродячие. Здесь на островах не будет. Вот еще одна собака. Бродячая. Те туда ушли. Короче, тут в грязи собак много, оказывается, бродячих. Так, вот сюда. Так, должен здесь сюда выйти и потом перейти в этот мосток. Еще Хатыстах. Посмотрим, как там со снегом. Можно ли пойти в воздух. Начинаем запись. Крика. Охранники. Все в ту сторону пошли. А дорога-то моя не выйдет. А тут собак очень много. Вот. Самое задорное. Вот хозяин с хозяином пошли погулять. Да, тут ребятых собак хватает, оказывается. Столько в ночи. Вот резинка собачья. Так. Бродячих собак тоже будем отселять. Баларафтулар, бирикис. Тюет бес. Бес. Пока кустер. Баран. Которые с озера пришли сюда. У них, оказывается, тут территория. Сари горы, да? Горка голубка. Все было. Еще вот. Тут немножко лох. Щенки. Кто-то им это траву подбросил им. На Пристанская янусь. Так, я еще не могу выйти на реку. На протоку, то есть. Тут все это загорожено. Блин, получается, тут все огорожено, оказывается. Я думал, здесь я выйду. Вот здесь. Тут тоже забор. Здесь вроде бы открыто. Ага, вот это по этой дороге пойду. Опять придется как-то вот так прорваться. Да, перебрал. Пока ни одного следа. Это еще не остров. На проток еще не вышел. Это получается еще материк. Вот дача там стоят. Везде здесь мусор. Что-то привязали. Первый след зайца. Так, я даже еще это не вышел на остров. Через проток еще не пришел. Ну, это старый след. До снегопада. 3-4 дня назад на это проскакал. Какой ровный разрез. Почвоведу обзавидуется. Вот такой разрез.
Даже эти железка, которые тут на каком-то слое остались. Мусор. Вот, оказывается, тут лежит баржа, кажется. Там с той стороны тоже разрез. Вон там чуть-чуть торчит. Как будто тут лед или что. Тут земля поверх этой баржи. Все, понял. Тут раньше лежала баржа. Ее убрали. Остался такой ровный разрез с двух сторон. Это все объясняет. Вот, посюда убрали, короче. На металлолом, наверное. А вот протока. С той стороны остров Малый Хатыстах. И тут лиса прибежала. Старый след. Вот оттуда я пришел. А вот и след. Нравится такой более-менее свежий. Вот. Вчера, наверное, пробегал. Потому что сейчас снег идет и ночью шел. Все-таки тут пробегал колобок. Горностай слишком тяжелый, а для соболя слишком маленький. Пробегал. Вот. И недалеко прыгает. Горностай вообще-то по 40 сантиметров прыгает. А этот совсем маленькая, но след большой. Больше, чем горностай. Да, или тут по следам колобок тут тает в этих зарослях. И заяц тут есть. И люди ходят с палками скандинавскими. Что тут у нас? Оса. Спят, наверное. Сброшено. Короче, вот шел по дороге, да, уже скандинавских. Что я вижу? Ровная площадка вообще. А смешно стало. Вообще вот конкретно. Мы пошли. Куда что доходить? Солнце встречали, наверное. Да, прикол. Да, тут красота, конечно. Вот так что-то есть. Машина стоит. Ага, грузовая большая. Вот. Отсюда пришел человек. Накрутил тут площадку. Вот тут, кажется, давно ходит. Следы-то старый тоже есть. Это Малый Хатыстах, а тут уже Большой Хатыстах. Мне туда надо. Прикид поменял. Тут ветрено. Хорошо, что очки инеем не покрывается. Что это? А, нет, показалось, что это люди. Деревяшки, что ли? Вот и Большой Хатыстах. Мышей полно. Поэтому лисы здесь обживаются. А это же ласка. Похоже на горностая, но очень мелкая. Вот, супер. Топорчиком вот так делаешь. Такого же размера. Вот и свежий след ласки. Пальцы. Вот пробежала. Старый след лисы. Лиса тут мушковала. Какала, что ли? Надо покакалась.
шерсти мышей барлар. Ну, кушает мышей. Тут на полях. Очень много мышей. Поднялся по следу от человека с маленькой порточки. И вот что я нашел на Зайца петля. Мы находимся в общественных угодьях города Якутска. В центральных улусах запрещается охота на зайца. Короче, убираем. Орудие охоты конфисковали. И здесь написали мораторий. Когда видит, удивится, наверное, этот браконьер. Да. Убегал. Это хорошая тропинка зайца. Надеюсь, других этих нет у него. Или может заяц даже попал. Сейчас проверим еще. Даже метр не отошел, оказывается, тут стоит. Да, тут как будто это рембат поставлял на каких-то плохих людей. Ловушек. Так, это тоже убираем. Вот этот след, который вел в лес с петлями. Тут машина развернулась. Получается, браконьер приезжал на машине, не голодал. На машине еще ездит, еще это зайцев ловит. Какой плохой браконьер. Сейчас идем дальше и будем смотреть каждый этот след, который в лесе ходит. Еще одна какашка. Лисы. Здесь видны тут эти косточки и мелких млекопитающих. Шерсть там. Короче, мышами кушает. Мышей тут хватает. Так, это более-менее свежий след, оказывается. Туда пошел. В сторону. Так, еще один след. Шел в лес, как говорится. За ним. Я за ним пришел. А там такая штука. Интересно, капкан на кого? А, рыба там стоит. На хищника. И соболь, наверное. Может, у него есть, да, соболь? Не будем трогать. Пускай человек хочется на соболе. Ну, тут колонок есть, по идее. Соболиных следов пока еще не было. Зачем ставить? Хищная птица. Кто это? Бородатая нежить, что ли? Кажется, она... Почти до конца острова дошел. Следом этого человека, который там капкан ставил. И вот что я вижу. Собака. Ну, щенок даже. Маленький. Щенок. Наверное, тут это приманка была, наверное. Любопытный щенок попался в этот капкан. Вот он за ногу попался. И что-то там трос один намотал на ноги. И умер от холода, от голода. Ну, как считаете? Правильно ли это? Бродячих собак, конечно, надо убирать. Но представляете, да, какое мучение было этой собаки. Вот везде здесь исходил. Здесь следы. А вот они, вот собачьи следы. Оттуда, оказывается, пришли. Ну, по следам человека тоже ушли. Собаки остальные. А одному не повезло. Фарватер. Одна машина проезжает.
трехпалый дятел. Все-таки. Тут видна разница размеров лис. Вот матерая прошла, вот это маленькая. Проваливается, но идет. Она все легко проваливается. А у них это лапы большие, а вес у них маленький. Поэтому снег держит. Маленький нас надержит. Тут лисы мушковали. Везде воронки. Вот. Везде их следы. Самих лис еще не видел. Вот это точно горностай. И лиса прошла. Много раз прошла. Вот. Пересек. Скакал вот туда. Как говорится, наименьшее сопротивление по буранке ходят звери. В данном случае лисы. Да, зайцев тут мало осталось. Только вот такие старые следы. В основном лисьи. Очень много следов лис. А тем, кто сомневается, что это лисьи следы, вот вам какашка. Тут везде шарились лисы. Лошадки вон там стоят. Лошадки с вами пасутся. И за ними лисы ищут мышей. Вот она, лисица. Сидит, сейчас будем ловить. Лиса вышла. Поманил, она вышла и сидит. Смотрит на мою сторону. А уже услышала меня. Ходит. Как вкусно. Ну, лиса ходит. Монок не сработал. Меня, наверное, видел. Шла по своим делам. Так, метров 200, наверное, входил. Вот так. Кто это летит-то? Гайчик. А, нет. Чечетки. 3 чечетки. Так, их тоже запишем. Время уже 4:40. Солнце зашло. Вышел из Хатастаха. Вон там где-то должно быть 203 микрорайон. А это Малый Хатастах. Через него пойду или через дорогу? Уже ничего не видно. Вот. Старые следы видно, но свежие, не свежие уже не разберешь. Так что, наверное, все-таки по дороге пойду. Хе-хе. Балаклава хорошая штука, оказывается. Лицо не замерзло, ничего не отморозил. И очки более-менее не замерзают. Все, 203 ушел. Все, сейчас перейдемся на автобус, что ли, поехать. Устал, конечно, больше до 5 часов ходил. Прошел там не так много, но очень долго. До остановки остался. Вот итого пройдено 14 километров пешком за 5 часов 45 минут. Вот тут сперва начал и старые следы,
отмечать, а потом только свежие. Заяц, колунок. Зайцы только тут были, вот в этой стороне только. Тут только старые следы были. Бородатая неясыть. Вот тут капкан, где эта собака лежит. Не стал трогать. Так, похуя. А здесь мышковали варить рисы. Буранка где-то тут была. Снегирь. А где я его видел, этот лесу? А вот тут я видел лесу. Свежий след был. Вот эта чечетка, которые прилетели, когда я снимал лесу. Первый раз я его лесу видел вот где-то здесь. Угу. А потом она как-то вышла тут. Угу. Здесь, оказывается, было до лесы метров 150, а здесь 250 уже. По масштабу, если посмотреть. Вот, есть. А потом второй раз увидел лесу тут. Она перебегала вот в эту сторону. А я его наотрез побежал. Но тут не нашел следов выхода. Хотя она меня где-то здесь обхватила. И осталась где-то тут. Такие дела. Ну вот это учет, как зуму пойдет. Посмотрим, сколько лис тут. В общем, может быть и зайцев. Зайцев намного мало, намного меньше.